16 и 17 ноября в Казани пройдут гастроли Академического малого драматического театра «Театр Европы». Театры северной столицы покажет спектакль «Жизнь и судьба», который стал лауреатом высшей театральной премии России «Золотая маска». Более подробно об этом расскажут гости нашей студии. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спектакль, который вы привезли, «Жизнь и судьба», лауреат многих престижных премий. И это, на мой взгляд, очередная попытка человека ответить на вопрос, может ли быть он честен сам перед собой. И, по сути говоря, вопрос выбора. Вот что вы думаете? Ну, конечно, в романе Гроссмана, который лег в основу нашего спектакля, масса тем, одна из которых, и, может быть, главная, это тема нравственного выбора главного героя и многих остальных героев романа. И ответственность за этот нравственный выбор. Во многом это, конечно, и биографическая история самого Гроссмана, потому что он тоже находился перед выбором и в свое время вынужден был, позволил себе, скажем так, подписать письмо, и об этом поступке он жалел всю жизнь. Но также там есть тема любви. Любви материнской, любви между мужчиной и женщиной, любви к своему отечеству, к детям. И это тоже очень важная тема нашего спектакля. То есть и жизнь, и судьба переплетаются у каждого из героев романа, переплетаются между собой. Это огромное эпическое полотно, серьезное, важное, трагическое, комическое, все как в жизни. Угу. Ну, с этим спектаклем вы побывали во многих городах мира, во многих странах. Правильно ли зарубежный зритель трактует основной смысл постановки? Не знаете, мне кажется, что разницы между зрителем в Лондоне и в Казани нет никакой, потому что есть такая байка или история к Льву Абрамовичу Додину, художественному руководителю нашего театра. В Лондоне подошли двое зрителей, мужчина и женщина, и спросили, а не приедет ли этот спектакль в Казань? И это было настолько удивительно, что в Королевском театре в Лондоне, это было буквально предыдущие гастроли наши, они были именно в Англии. И вот после Англии мы приехали в Казань. И удивительно совпало, нас пригласили, и мы тут же откликнулись. Более того, Фарид Бекчентаев, это художественный руководитель театра Камала, он еще во время того, когда вручали маску в Москве, они с Львом Абрамовичем тогда уже договорились, что обязательно этот спектакль приедет в Казань. Потому что нам кажется, что зритель казанский, он очень тонкий, и именно он также поймет этот спектакль и полюбит его, как его любим мы. Ну, вы предвосхитили мой вопрос. В 2011 году вы были у нас на гастролях, да, и уже могли познакомиться с нашим зрителем казанским. Я думаю, что наш зритель, он все-таки искушенный на самом деле, потому что у нас очень много театральных фестивалей проходит, много театров к нам приезжает. Мы театры очень любим. Ну и потом у вас очень театральный город. У вас есть свои разные театры, и музыкальные, и детские, и драматические, национальный театр замечательный. Так что мы как раз очень высоко ценим наших казанских друзей. Да, вы знаете, вот мы в Казани сталкиваемся, с проблемой, не проблемой, но наши зрители в основном предпочитают почему-то веселые комедийные театры, спектакли, почему-то. И с небольшой охотой идут на глубокие, серьезные спектакли. Вот что вы думаете? Зритель просто неподготовленный. Время такое грустное все-таки, может быть, тяжело, может быть, хочется больше как-то положительных эмоций. Почему так происходит? Видите ли, мне все-таки кажется, что зритель разный. И есть такое мнение, что не только в Казани, и в Петербурге, и в Москве зритель устал от огромного выбора всякого разного художественного и нехудожественного, и предпочитает покой, веселье, музыку, шоу. Мне кажется, это не так. Мне кажется, что серьезный разговор о серьезных проблемах, которые волнуют любого, любовь, преданность, предательство, крах иллюзий, противостояние чему-то или кому-то. Это волнует любого человека. И если об этом говорят всерьез, а наши артисты рассказывают об этом с отдачей, душевным порывом, энергией,
вопросы, которые волнуют их самих, ни один из зрителей, пришедших на спектакль, не остается равнодушным. Ну, трудно такому откровенному разговору сопротивляться, сидеть и думать, ой, скорее бы запели или заплясали. Поэтому, мне кажется, зритель хочет разного. Он хочет просто честного, интересного разговора о том, что волнует любого человека. Ну, давайте пригласим на спектакль. Да, с большим удовольствием приглашаем нашего Вити, я сказала уже, казанского зрителя. 16 и 17 ноября, это пятница и суббота, начало 19 часов, Академический театр имени Гляскара Камала. Ну, я думаю, что будет полный аншлаг. Все-таки такие фамилии, такой театр. Я не могу вам не задать вопрос. Вы ведь родом из Казани. Да, вы выпускница нашего Казанского театрального училища, учились у педагога Юноны Каревой. Да, Что для вас возвращение в Казань? Для меня каждый раз возвращение в Казань – это большая ответственность, потому что здесь начиналась моя любовь к театру. Здесь я ходила вокруг театрального училища и даже боялась войти на его территорию. И учителя у меня были, пожалуй, лучшие в мире учителя. И филармонии, в которой я работала, Марат Тазидинов, Юнона Карева. Очень много имен можно перечислять. И мои однокурсники, которые работают сейчас в Казани, в театрах. Я их тоже приглашаю на наши спектакли. И мне кажется, что им будет интересно увидеть наш театр, потому что он сегодня является маркой для всех театров мира. И когда мы говорим о том, что приехал Малый драматический театр, театр Европы в Казань, это говорит еще о том, что кроме серьезного, это еще и не просто погружение в театр, а это вот та частичка, потому что сегодня доказано, если человек, кроме всего прочего, увлекается и ходит в театр, то он продолжает свою жизнь еще на несколько лет, потому что это единственное место, где ты можешь сам с собой посидеть спокойно и сопереживать. И нет ничего сильнее, чем открытых чувств внутри себя. Да. По силе взаимодействия с вами согласна. Театр не имеет себе равных, мне кажется. Да, и актеры тоже наши. Да. Спасибо вам огромное. Мы благодарим вас за визит и надеемся, что еще вы нас порадуете своими постановками. Ждем вас всегда в гости. Всего доброго. Спасибо, что пригласили.